Около 50 человек приняли участие в донорской акции, организованной Республиканским министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта. Впервые в подобном мероприятии лично поучаствовал и министр ведомства, олимпийский чемпион Хасан Бароев. У него оказалась первая положительная группа крови. По словам врачей, в настоящее время особый дефицит приходится именно на первую и третью группы. Как отметили специалисты, станцию переливания ежедневно посещает довольно малое количество доноров. Молодежь Владикавказа заинтересована в сохранении и развитии родного языка. Творческая группа «Прогреди» провела несколько акций «Ирона Аргау». Рассказать о старых добрых персонажах астинской сказки и привлечь внимание к родному языку – для этой цели ребята побывали в нескольких детских садах, где во время тихого часа читали сказки. Специально приглашенный театр «Шаби» выступал для ребят на сцене парка имени Коста Хитагурова. Вызвать интерес не составило труда. Старшее поколение вместе с малышами с удовольствием пришли послушать уже полюбившуюся сказку. Поучаствовать в акции, посмотреть спектакль пришел и заместитель министра образования и науки республики Владислав Тотров. С ранних пор нужно прививать, конечно же, любовь к родному языку. К сожалению, за последние десятилетия ситуация складывалась так, что многие поколения детей были оторваны от среды, в которой бы они могли общаться на родном языке. Осетинская церковь нуждается в спасении. Во внутреннем дворе стал сползать западный склон. Груда бетона и земли осыпалась прямо за могилами трех выдающихся представителей астинского народа. Здесь похоронены Коста Хитагуров, Владимир Тхапсаев и Васу Абаев. Около месяца назад на территории Астинской церкви начались восстановительные работы. Прихожане и служители церкви стараются самостоятельно исправить ситуацию, однако без помощи им не обойтись. Помочь можно не только материально. Люди берут в руки инструменты и становятся в один ряд с рабочими. Фундамент церкви и само здание никак не пострадали. Заменят здесь только крышу и освежат фасад. Все работы планируют завершить к зиме. Храм готовится к юбилею. В следующем году Астинской церкви исполнится 200 лет. Работ у нас много. Пока вот мы начали с постройки стены, опорной железобетонной стены. Далее мы собираемся его связать со двором, чтобы монолитно защитить двор и склон весь от этих оползней. Первый международный молодежный слет Таврида завершился в Крыму. Около 2000 человек со всей России и 60 стран мира вернулись домой с новыми знаниями, знакомствами и эмоциями. Форум длился 10 дней, но еще до официального открытия на слет прибыли те, кто обеспечивал безопасность работы. Оперативная группировка Российского союза спасателей. В их числе и 7 молодых ребят из Североастинского регионального отделения Россоюз Спаса. Они патрулировали территории, обеспечивали безопасность на пляже и регулировали работу медицинских служб. На закрытии форума руководители поблагодарили членов Россоюз Спаса за проделанную работу. Мы поехали туда не как участники, поэтому в образовательной программе мы не участвовали. Жили мы отдельно от лагеря участников при лагере штаба безопасности. Условия у нас были практически такие же. Питались мы, как и участники, с одной кухни. В принципе, нам понравилось, как был организован весь слет.